Ежедневник, который изменит вашу жизнь. Бестселлер Amazon. Переведен на 20 языков. Каждый день благодаря ему более 2 миллионов человек по всему миру становятся счастливее. Самый продаваемый мотивационный ежедневник в Германии. Ежедневник, который изменит вашу жизнь. Перевод с немецкого. Твоя жизнь не изменится, пока ты не изменишь то, что делаешь каждый день. Ключ к успеху таится в твоих ежедневных ритуалах. Джон Максвелл. Большое спасибо. Перебирать прекрасные воспоминания намного приятнее, чем предаваться бесплодным мечтам о будущем. Для этого и пригодится ежедневник 6 минут. Книга, с помощью которой вы сможете намного более сознательно проживать и ценить здесь и сейчас. Книга, записи в которой помогут вам стать счастливее. Создавая этот ежедневник, я хотел поддержать каждого в выборе его собственного самого верного пути. Помочь сделать повседневную жизнь проактивной и приятной. Перед вами уникальный инструмент, который был создан ценой больших душевных усилий и с любовью к жизненным мелочам. Но по-настоящему значимым он станет именно в ваших руках. Вы сумеете воплотить свои мечты в жизнь и оставить в ежедневнике неповторимый отпечаток своей личности. Итак, пишите и будьте счастливы. Все, чем ты можешь стать, уже есть в тебе. Доминик Спенст. Введение. Твои алмазные копи. Маленькая история, содержащая великое послание. Жил в древней Индии один бедный крестьянин, Аль-Хафед. Он едва сводил концы с концами и страстно мечтал разбогатеть. Однажды к нему в дом пришел мудрый старец и рассказал о крестьянах, которые разбогатели, отыскав алмазные копи в Африке. Один единственный алмаз, не больше подушечки большого пальца, равен по стоимости сотни крестьянских домов, говорил он. И тогда Аль-Хафед решил продать свою ферму. Он оставил свою семью на соседа и отправился на поиски сокровищ. Много лет бродил крестьянин в надежде найти залежи драгоценных камней, продвигаясь все дальше и дальше на запад. Но все было напрасно. Обессиленный, отчаявшийся, он понял, что его поиски ни к чему не приведут, и покончил с собой, бросившись с высокой скалы в море. Но это еще не конец истории, а только ее начало. Однажды новый хозяин фермы, которую ему продал Аль-Хафед, повел своего верблюда к мелкому ручейку, и там с удивлением заметил, что на дне ручья что-то сверкает. Он опустил руку в воду и вытащил черный блестящий камешек, принес его домой и положил на каминную полку. Через несколько дней к нему в гости пришел тот самый мудрый старец. Он хотел познакомиться с человеком, купившим ферму у Аль-Хафеда. Увидев камешек на каминной полке, он лишился дара речи. Крестьянин рассказал ему, что нашел этот камень пару дней назад, и что в ручье неподалеку полно еще таких же. Священник сразу понял, что перед ним это не просто камень, это необработанный алмаз, один из самых больших, какие я видел в своей жизни. Ручей, когда-то принадлежавший Аль-Хафеду, оказался одним из самых богатых алмазных рудников всех времен. Мы знаем его под названием Голконда. Вольный пересказ текста Рассела Конвелла. Смысл этого рассказа ясен. Если бы Аль-Хафед ценил то, чем он уже обладал, то в конце концов нашел бы сокровища на собственной земле. Это же касается и нас. Самое большое богатство скрыто в нас самих. Нам нужно обрабатывать собственное поле, потому что именно в нашем внутреннем мире таятся алмазы, и если вы будете искать свои алмазные копии, то в конце концов найдете их. Обращайте внимание на те возможности, которые вам предоставляет обычная жизнь, на те вещи, которые вам предлагает повседневность. То, что вы ищете, находится прямо у вас под носом. Все, чем вы можете стать, уже есть в вашем внутреннем мире. Делай, что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть. Теодор Рузвельт. Шесть причин, по которым вы полюбите ежедневник 6 минут.
вы уже держите в руках самое простое и действенное средство для того, чтобы ощутить счастье. Ежедневник 6 минут не похож на другие ежедневники. Прежде всего потому, что его цель с помощью простейших способов сделать вас счастливым и довольным надолго. В первый момент подобные слова могут показаться просто высокопарной болтовней. Но еще до того, как вы сделаете первую запись, вам станет совершенно ясно, каким образом можно достичь этой цели, если правильно использовать ежедневник в течение всего 6 минут в день. Для того, чтобы инструмент, который вы держите в руках, работал в полную силу, важно внимательно прочитать вступление. Как только ежедневник 6 минут займет прочное место в вашей жизни, он начнет творить чудеса. День за днем, пользуясь им, вы будете закладывать все новые камни в фундамент и стены дома своего счастья. За первой стеной последуют другие, и вы оглянуться не успеете, как дом вашего счастья, красивый и надежный, будет построен. Книги часто обещают читателям счастливую и наполненную жизнь. Но как раз такие обещания обычно не выполняются. В этих книгах утверждается, что существует некий золотой путь, единая формула счастья. На самом деле все далеко не так просто, потому что все люди разные. Ежедневник 6 минут даст вам ту основу и те материалы, с помощью которых вы сможете воздвигнуть свой собственный дом счастья. В процессе строительства вы каждый день будете открывать что-то новое в самом себе, и с каждой написанной страницей ваш дом будет обретать индивидуальные черты. На нем останется неповторимый отпечаток вашей личности. Уже 2,8 миллионов лет каждый человек рождается со своим встроенным программным обеспечением. В былые времена именно благодаря этой программе человек выживал, либо оказывался убит. Сегодня, однако, от нее меньше пользы, так как она заставляет мозг обращать внимание на моменты, когда что-то идет не так и, следовательно, может представлять угрозу для выживания. Программа автоматически ищет то, что может причинить вам вред, так что у вас только два варианта – либо бороться с источником негатива, либо бежать от него. Отрицательные эмоциональные переживания, негативные реакции и неприятные воспоминания оказывают на вас большее влияние, чем позитивные явления. Именно поэтому человек с разбитым сердцем чувствует боль сильнее, чем человек с сердцем, переполненным любовью, чувствует счастье. Скорбь от потери ощущается в среднем в 3 или 4 раза сильнее, чем радость обладания. Ваш мозг впитывает все плохое, словно губка, и отталкивает все хорошее, словно тефлоновое покрытие. Эволюция сделала так, чтобы люди быстрее и сильнее реагировали на негативные воздействия. Поэтому для всех нас, естественно, уделять больше внимания негативу. За миллионы лет этот механизм надежно закрепился в человеческом мозге. И, конечно, никаким исследованиям в сфере позитивной психологии, проводящимся в последние 3 десятилетия, не под силу быстро изменить ситуацию. Удовлетворение и радость жизни, они только мешали в борьбе за существование. Поэтому не представляют большого интереса для вашего мозга. В конце концов, речь идет о выживании сильнейшего, а не о выживании счастливейшего. Главная фишка, которая поможет вам стать счастливым, способность понять, что ваше личное счастье зависит от выбора, который вы сделаете, и от способности, которую вы в себе разовьете. Вы должны принять решение стать счастливым и дальше работать над этим. Наваль Равикант. Но есть и хорошая новость. Книга, которую вы держите в руках, поможет вам изменить это и одолеть своего внутреннего ворчуна. Наука доказала, что можно заново перепрограммировать свой мозг с помощью проактивного поведения. И что особенно важно, с помощью ежедневного повторения. Позитивные привычки помогут вам инсталлировать новое программное обеспечение, которое даст вам возможность противостоять негативным эмоциям. Этот процесс инсталляции обусловлен свойством мозга под названием нейропластичность. И для его полного осуществления требуется в среднем 66 дней ежедневного труда. Еще один ключ к успеху –
понимание того, что вы имеете дело с процессом, и того, что счастье – это не везение, к нему надо идти шаг за шагом. Благодарны ли вы за то, что имеете? И если да, то проявляете ли вы эту благодарность регулярно и должным образом? Когда вы в последний раз выражали своему партнеру или лучшему другу искреннюю признательность? Когда в последний раз от всей души говорили, как вы благодарны за все хорошее, что они для вас делают, вместо того, чтобы расстраиваться из-за мелочей, которые вас в них раздражают? Если сегодня вы не чувствуете благодарности за то, что у вас есть, то вы не будете благодарны и за то, что получите ни завтра, ни через неделю. И речь сейчас не о пакете акций Amazon, головокружительных комплиментах или юбилейных торжествах. Речь о том, что происходит в вашей обыденной жизни. Если вы каждый день будете сосредотачиваться на ценности того, что у вас уже есть, то, безусловно, сумеете продлить ощущение счастья и удовлетворения. Ежедневник 6 минут устроен так, что вы сможете развивать у себя позитивные поведенческие образцы и оптимистичные установки, тратя на это совсем немного времени. Таким образом, вы будете больше сосредотачиваться на возможностях, которые вам предоставляет жизнь, а не на воздвигаемых ею препятствиях. Тот, кто хочет себя хорошо чувствовать, должен хорошо мыслить. В основе ежедневника лежит простой принцип. Обращать внимание нужно не только на то, чего вам не хватает или что плохо работает, а прежде всего на то, что у вас уже есть и что работает хорошо. Таким образом становится заметен позитив. И благодаря этому у вас развиваются конструктивные мысли. Ежедневник помогает вам выработать правильный баланс между оценкой и дальнейшим развитием, между благодарностью и достижением. Он поможет вам научиться по-настоящему ценить здесь и сейчас. Вы узнаете, как благодарность делает человека счастливым, и получите ту основу, которая позволит вам ежедневно практиковаться в проявлениях благодарности. Благодарность – волшебная формула, открывающая дверь ко всем возможностям, которые жизнь предоставляет вам день за днем. Об этом можно сказать словами Марка Твена. «Дай каждому дню шанс стать лучшим днем в твоей жизни». Никакой болтовни о мотивации или эзотерической зауме. Моя концепция основывается на научных знаниях. В этой книге вы не найдете ни одного обещания, которое не основывалось бы на реальных фактах или на результатах научных исследований. В подготовке ежедневника 6 минут участвовали известные психологи и выдающиеся ученые. Так что можете сэкономить силы. Вам не надо штудировать сотни научных публикаций, пытаясь разобраться в результатах исследований. Если вы заглянете в примечания, то увидите, что я уже сделала эту работу за вас. Хорошо известно, что теоретические знания и их применение на практике – две совершенно различные вещи. К примеру, любой врач способен дать совет относительно здорового питания. Но значит ли это, что все врачи правильно питаются? Конечно же нет. То же самое, наверное, можно сказать и о вас. Вы наверняка много знаете о положительных эффектах благодарности, оптимистическом мировоззрении, саморефлексии и хороших привычках. Но вот по-настоящему использовать эти факторы в своей жизни не то же самое, что разговаривать или читать о них. Для того, чтобы применить теорию на практике, вам не придется потратить ни на рубль больше, чем вы уже потратили на эту книгу. Вы держите в руках компактный и эффективный инструмент, с помощью которого сможете всего за 6 минут в день применить на практике и закрепить идеи позитивной психологии так, чтобы они пошли вам на пользу. Ежедневные записи, как и в случае с любым другим дневником, превращаются в детскую забаву. Случалось ли вам уже видеть, как человек изо всех сил пытается что-то изменить в своей жизни? Сбросить 5 килограммов, начать правильно питаться, лучше спать, заблаговременно готовиться к экзаменам, стать более чутким в отношениях. Как часто мы строим грандиозные планы лишь для того, чтобы вскоре вернуться к старым привычкам. Статистика говорит, что и вы с большой вероятностью проходили через нечто подобное. У 92% мужчин, ежегодно решающих бросить курить, ничего не получается. 95% желающих похудеть со временем снова набирают вес.
а 88% тех, кто вступает в Новый год с прекрасными намерениями, так и не удосуживаются их осуществить. Почему то же самое не может случиться и с ежедневником? Сначала вы начинаете с энтузиазмом все записывать, а потом раз, эйфория уже куда-то испарилась, и проект «Ежедневник» заморожен. Это может произойти по многим причинам. Из-за недостатка организованности, из-за того, что вам покажется, будто на записи уходит слишком много времени, или же вам просто не нравится все записывать. Ежедневник 6 минут последовательно устраняет все эти типичные проблемы. Он составлен так, что даже люди, не привыкшие вести дневник, берутся за перо. Никакое дело не покажется невыполнимым, если разделить его на маленькие задачи. Генри Форд. Структура ежедневника может показаться на первый взгляд простой, но на самом деле она тщательно продумана, а подробное вступление способно убедить даже самых критически настроенных людей. Даже привычные аргументы о недостатке времени в случае с этим ежедневником не работают. 6 минут, уделяемых ежедневнику, можно разделить на 3 минуты утром и 3 минуты перед сном. И таким образом снять психологический барьер даже для самых изворотливых уклонистов. Если выделить для записи определенное время, это облегчит выработку ежедневных ритуалов. Лучше всего, если записи в ежедневнике будут вашим первым действием после подъема и последним перед сном. Стоит также объяснить, почему сегодня все еще имеет смысл писать от руки. Дело в том, что старая добрая ручка могущественнее клавиатуры. Да, заметки сегодня перекочевали с бумаги на рабочий стол компьютера. Ежедневные записи заносятся в приложение телефона, а перьевой ручкой мы пользовались в 4 классе или вообще не знаем, как она пишет. Но в последнее время появляется все больше и больше доказательств того, что письмо с помощью ручки и бумаги преображает нас самым принципиальным образом. Мы лучше понимаем и запоминаем те вещи, которые записываем, чем те, которые набираем с помощью клавиатуры. Есть даже некоторые свидетельства того, что процесс выздоровления от телесных болезней пойдет быстрее, если описывать его в дневнике. Ежедневник 6 минут – это не мобильное приложение, а книга, полностью служащая исключительно одной задаче. С помощью этого материального инструмента вы можете использовать себе во благо забытые преимущества ручки и бумаги. Надо помнить, что цель, поставленная без определенного срока, это всего лишь мечта. В данном случае цель – увеличение вашего личного счастья. Вы должны каждое утро и каждый вечер намечтать себе маленькую задачу на ближайшее время, чтобы приближаться к своей цели шаг за шагом, медленно, но не отступая. Вы создаете уникальное творение с помощью своих воспоминаний. Дневник подобен хорошему вину. Со временем оно созревает и дает возможность распробовать его настоящий вкус. Представьте, вы заполнили весь ежедневник 6 минут и отложили его. Когда через несколько месяцев или лет вы достанете его из ящика стола, он поможет вам совершить путешествие в страну захватывающих и волнующих воспоминаний. Поразительно, но вы увидите, что теперь совершенно по-другому смотрите на некоторые вещи. Задним числом вы поймете, что изменилось в вашем восприятии, и сможете оценить собственную эволюцию. Вы будете держать в руках уникальное свидетельство ваших былых мечтаний, мыслей и взглядов. Почти 2000 лет назад римский поэт Марк Марциал сказал: «Уметь наслаждаться прожитой жизнью значит жить дважды». Представьте себе, что также описали бы свою жизнь ваш дедушка или ваша мама. Чего бы вы ни отдали за эти уникальные воспоминания. Между тем, вы уже на правильном пути. У вас в руках ларец, куда можно поместить ваши впечатления. Что может быть более увлекательным, чем чтение таких записей о самом себе?